1905 год. Народный дом Усть-Сысольска. Только что из Глазова киномеханик-любитель привез в Коми-столицу французскую комедию. С первого кинопоказа в Париже прошло уже 10 лет, и только сейчас жители Коми-края впервые видят изобретение Люмьер, которое от удивления прозвали «Ловья картина» – «живая картина». Местный учитель, видимо, посчитав это событие праздником, уже опрокинул пару рюмок и явился сюда в нетрезвом виде. За его крики типа «Полиция не должна ставить такие картины» на него написали донос. И только благодаря этому событию мы знаем о первом знакомстве Коми-народа с новым видом искусства – кино. – 1925. Революция давно утихла, и вот исполком Усть-Куломского уезда достает киноаппарат и разъезжает с ним по деревням. Уже тогда в газетах говорили о том, что Коми необходимо снимать и свои фильмы, но показывать приходилось только русские и зарубежные. В 1953-м на основе Коми-комедии Мосфильм ставит у себя русский телеспектакль «Свадьба с приданым». Это был первый фильм по Коми-сюжету. Первые местные фильмы начали снимать телестудии, но само телевидение зародилось не в столице, ведь край тогда сохранял статус сырьевого придатка. Сначала работу «Шаг» начали освещать в Воркуте с 1958-го. Через 2 года телестудия открылась и в Ухте. Основное население здесь – переселенцы, ссыльные и рабочие, так что снимали на русском. Только в 1964-м в связи со строительством лесопромышленного комплекса вышла первая передача Сыктывкара, и, что любопытно, передачи эти велись на 2 языках – русском и коми. Когда остальные студии закрыли, и Сыктывкарская одна осталась получать финансирование, она смогла обеспечить съемки первых коми-лент. Так, короткометражный фильм 1978 года «Миян и Ляваш» наш Василий Ильич, на удивление, не связан с тогдашней четкой идеологией и раскрывает лингвиста как доброго учителя и большого патриота, любящего свой народ и его язык. У Сыктывкарской телестудии не осталось ни одного спектакля, снятого до 1981 года. Их демонстрировали на экранах только в прямом эфире. Получив новую технику, режиссер Василий Худяев наконец-то вырвался из студии и поставил на камеру классическую пьесу «Дом на Каликова». Актриса Вера Габова признается, что долго не могла привыкнуть к съемкам. Гугар микрофон, да, был это театр, гордый до последнего зала. Вот. И съемки нам все называют. Приняла она также участие и в следующем телеспектакле «Парма Ныв. Девушка Парма». 1985 год отличился не только перестройкой, но и выходом первого художественного фильма на коми-языке. Символично, что сюжет картины «Алая лента» основан на первом коми-романе. Съемки не обошлись без звукорежиссера Анатолия Елькина. С ним, по поверью, всякий был застрахован от неудач. Эту 3-часовую ленту о забастовках рабочих Нина Чадоромцева поставила в настоящих селах, включив даже сцену с медведем. Вторую свою работу 1988 года «Виля Чикцаань. Женщина села Вилять», что рассказывает о жизни коми-женщин переломное для страны время, она сняла тоже в деревне с участием местных жителей. Родители Нины Маркеловны ссыльные, но, по ее мнению, если ты хочешь сделать хоть какую-то карьеру на телевидении, значит ты обязан знать коми-язык. Так она внесла большой вклад в развитие коми-кино. До сей поры фильмы и телеспектакли имели пропагандистский характер. С трудностями с цензуры столкнулся режиссер Михаил Дмитриевич Игнатов, или по-другому Чуть Миш. Попав семьей под раскулачивание и репрессии, он иначе смотрел на советский режим. Закончив ГИК в 1966-м, молодой режиссер получил от партии задание снять документальный фильм на русском языке к юбилею Великой революции. В ходе консультаций с авторитетными историками Чуть Миш узнает скрываемые советской властью подробности о тех далеких годах и решается включить их в фильм. До этого власть умалчивала о бездействии Временного правительства во время штурма Зимнего дворца, о боевых зарядах «Авроры». Директор студии «Леннаучфильм» был возмущен работой Игнатова, и ленту у нас так и не показали, тогда как в США на фестивале она даже заняла гран-при. Это не единственный такой случай. Русскую картину «Память веков» о реставрации храмов смогли увидеть только японцы. Хоть Чуть Миш и снимал на русском языке, он не забывал о родной республике. Так, фильм 1971 года «Там, за рекой Печорой» рассказывает о русском селе Усть-Цильма. И по сей день режиссер
вышедший из Коми-народа, живет в Сыктывкаре и является руководителем республиканского подразделения Союза кинематографистов России. Коми-кино прошло сложный и долгий путь, постепенно рождаясь вопреки советской политике, местами подстраиваясь под нее. Впереди его ждет тяжелое время, экономический кризис, и о том, как зарождающийся кинематограф его пережил, узнаете в следующей серии.